В Ачамчирском районе находится несколько поисковых скважин, пробуренных еще в прошлом столетии. Где-то в районе 60-70-х годов геологи вели здесь изыскания в надежде найти полезные ископаемые – нефть и газ. На тот момент все попытки обнаружить хоть что-то из вышеперечисленного не увенчались успехом. Проведя необходимые работы, скважины ликвидировали или консервировали. Прошли годы, и сейчас доподлинно известно расположение лишь некоторых из них. Но их точное количество и координаты, к сожалению, утрачены, ведь несколько десятилетий никому не было до них дела. В соответствии с законом о недрах, принятым в 2004 году, и положением от 2008 года о порядке лицензирования пользования участками недр, топливной компании «Апснеойл» в 2014 году было предоставлено право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Ачамчирского, Ткуарчалского и Галского районов. В лицензионные условия пользования недрами на выделенном участке входят немаловажные пункты, согласно которым компания «Апснеойл» обязалась соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации отдельных скважин, не подлежащих использованию. Кроме того, в течение срока лицензии компания «Апснеойл» должна за свой счет осуществлять контроль за техническим состоянием скважин, в том числе и ликвидированных. Цель сегодняшней поездки была создать комиссию, которая в соответствии с условиями лицензионного соглашения исследует законсервированные скважины, даст рекомендации мероприятиям по их реликвидации и согласует с комитетом по экологии план мероприятий, которые мы должны, как владелец лицензии, здесь провести. Реликвидация – это повторная ликвидация и консервирование скважин, которые были пробурены в 70-е годы. В силу того, что уже многие годы никаких действий здесь не производилось, защитные саркофаги разрушились, и все это нужно возобновить. Все это компания будет делать за свой счет в соответствии с условиями соглашения. В село ЛР представители компании приехали в сопровождении председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава. Здесь расположены законсервированные в давние советские годы 3 скважины, и все они в довольно плачевном, но, по словам специалистов, не опасном состоянии. Подойти к нефтегазовой скважине за номером 3 нам не удалось. Некогда цельное поле разделила река. Скважина осталась на островке между потоками воды. Данная скважина была пробурена в 70-х годах для поиска нефти и газа и сразу же была ликвидирована. В то время это была суша, берег, с годами землю подмыло, русло сместилось, и сейчас она получается у нас по центру реки, можно сказать, в аварийном состоянии. В рамках наших лицензионных обязательств мы планируем подготовить проект на ее ликвидацию и привести ее в соответствие с требованиями безопасности. На данный момент она полностью герметична, визуально опасности не представляет, но мероприятия по проведению соответствия с требованиями провести надо обязательно, чтобы в будущем не произошло никаких инцидентов. Все работы, в том числе и по устранению нарушений на ликвидированных скважинах, топливная компания будет проводить под контролем экологов. Чтобы обезопасить эти скважины от нежелательных каких-то процессов в будущем, надо произвести реконструкцию и по консервации, и по необходимой технологии. Это заливка бетонной подушки или бетонного саркофага с последующим выводом для контроля газоистечения. Собственно говоря, вот и все. Таких скважин на территории Абхазии немало. Это начало той работы, которая будет продолжена и в будущем со всеми скважинами. Мы с вами проходили и посмотрели там в русле реки скважина. Доступ к ней, как вы видели, ограничен из-за того, что русло реки раздвоилось, и на островке, где меньше находится эта скважина. Соответственно, нам необходимо будет подготовить проект по доступу и последующей
технологической обработки. Соответственно, вот этот проект будет представлен нам в экологии на экспертизу, мы подвергнем экспертизе, и потом только они начнут под мониторингом или под надзором нашим, или под нашим вниманием, ну как хотите, так и назовите, но тем не менее это будет подконтрольно все. Проводить восстановительные работы по повторной ликвидации и консервации этих скважин Апсны-Ойл планирует только после разработки индивидуальных проектов, которые будут представлены на экспертизу в Госкомитет по экологии. Также к работам привлекут единственное в России аварийно-спасательное подразделение, противофонтанное военизированное подразделение, входящее в состав Министерства энергетики России. К проектированию этих мероприятий будет привлечена российская организация проектная, которая имеет соответствующие компетенции и знания в этом вопросе. Также по регламенту здесь должны присутствовать специалисты военизированного противофонтанного отряда. Это такая российская организация, которая занимается охранными мероприятиями в случае каких-то ЧП на скважинах действующих или уже ликвидированных. Это необходимая мера безопасности, которую мы обязаны предпринять для того, чтобы избежать каких-то неожиданностей при проведении работ. Не могу не спросить, значит, компания Апсны-Ойл еще не приступала, да, к разведке, разработке Кумского нефтяного месторождения, а вы начали с реконсервации скважин на Чимчирском направлении. Для чего эта компания? Ведь это на самом деле только подготовить проектную документацию, это более 100 миллионов рублей, да, это большие деньги. Вы правы, это достаточно дорогостоящее мероприятие, но это часть наших обязательств перед государством в комплексе и часть обязательств компании, которые прописаны в соглашении. Компания Апсны-Ойл были первые 5 лет, да, вот очень много, я в том числе публикаций посвящала этому. Почему нельзя было приступить к этим работам вот в этой первой пятилетке? Почему нужно было дождаться продления лицензии и только сейчас приступать к этим работам? Мы решили начать с каких-то первоочередных мер для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий, которые могут произойти на законсервированных скважинах. Почему мы делаем это именно сейчас? Ну, как вы знаете, лицензия компании, деятельность компании в этом направлении была приостановлена на время действия парламентской комиссии. У компании не было возможности производить работы, предписанные лицензией, из-за того, что парламентская комиссия не вынесла своего решения и фактически ее работа не была завершена. А всем остальным вопросам, спорным, волнительным для общественности, мы будем, конечно, все это обсуждать и с представителями парламента, и с общественностью. По крайней мере, информация будет доступна.